Лето, теплая погода и, конечно же, Черное море, в котором каждому жителю и гостю страны хочется непременно искупаться. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья это достаточно непростая задача, которую решила инклюзивная набережная. Ну, вот такой пляж, то, что обыденное для людей, просто вот обыденное, для нас это очень сложно. Мне, например, надо куда-то выезжать в удобное место, чтобы приехать, чтобы она могла зайти, выйти. И это настолько доступная среда вот сейчас, что я могу приехать, мне никто не нужен, я могу спокойно с ней прийти на море, также и собраться уехать. А так я всегда кого-то должна брать с собой, чтобы мы приехали, зашли, скупались, выйти. Это очень сложно. И я вот очень благодарна организаторам, кто вообще это все задумал. Ефлена приехала к нам из города Новосибирск. Она отметила, что такие условия для людей с ОВЗ есть не в каждой туристической стране. Конечно, мы были очень приятно удивлены такому событию, как нас встретили и доступной среде, потому что в сравнении с другими пляжами, на которых мы бывали, не в Абхазии, это важно и приходится просить о помощи, а здесь девочки могут спокойно помочь, не без помощи мужчин. Поэтому сами обходимся своими силами. Спасибо огромное. Инклюзивная набережная в первую очередь дает возможность людям с ограниченными возможностями насладиться всеми прелестями летней поры, а реализация таких проектов в целом – это одно из доказательств, что в республике заботятся и думают о каждом, вне зависимости от его физического состояния. Абхазия должна стать центром реабилитации. У нас большое количество наших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, которым в первую очередь нужно оказывать помощь. И именно на примере наших героев, которые даровали нам свободное небо, мирное небо над головой, в первую очередь хочется ради них создавать доступные условия и в первую очередь оказывать реабилитацию в рамках нашего государства ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, которые в том числе будут решаться проектом «Доступная страна души». Сама набережная оборудована с учетом всех современных стандартов, зонтами для отдыха и реабилитации, специальными дорожками, пандусами и не только. Мы можем даже сейчас увидеть, как позади меня готовят наших ребят, наших подопечных с ограниченными возможностями, которые проверят на себе возможности нашей коляски-амфибии. Это специальная коляска, которая была сюда к нам привезена благодаря поддержке Народного фронта совершенно бесплатно. Наши ребята будут пользоваться этой коляской-амфибией, которая совершенно безопасно была создана для того, чтобы люди купались в море. И самое главное, в море они чувствуют свободу. Они не чувствуют, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. И это прекрасно. Продолжать развитие таких инициатив, безусловно, важно и необходимо. Это будет не последний инклюзивный пляж, который появится в стране. Также в будущем планируется продолжать создавать комфортные условия для людей с ОВЗ. До конца 2026 года на территории нашей страны появится минимум 7 инклюзивных пляжей, которые будут совершенно бесплатны, со всей необходимой доступной средой. И также на территории нашей страны в течение этого года мы будем и далее в рамках проекта «Доступная страна души» совместно с нашим государством работать по созданию безбарьерной среды. Это пандусы, это специальные бетонные ограждения, которые будут полностью убраны. Это же не только про проблему маломобильных людей, это же и мама с коляской, человек, пенсионер с палочкой, который физически не может пройти какой-то вот прогулочный переулок. И в первую очередь инклюзия – это вопрос создания доступной среды для всех, чтобы все люди были включены в общий городской и республиканский такой, знаете, ритм нашей жизни. Данный проект под названием «Доступная среда души» реализуется по инициативе Русланы Гергидава, финалистки конкурса команды Абхазии, при поддержке администрации Сухума и Российского народного фронта. А главное то, что старание и кропотливый труд людей, реализующих подобные начинания, не проходят даром и дарят искреннюю радость и неподдельные эмоции тем, кому это особенно необходимо. Айлита Арутюнян, Фатима Гергия, Храмичпа, Абхазское телевидение.